Главные темы круглого стола – пути выхода из текущего экономического кризиса в краткосрочной и среднесрочной перспективе, законодательные меры по увеличению доходной части бюджета. Открывая встречу, модератор мероприятия Ахра Ристава дал оценку нынешней экономической ситуации в республике и отметил необходимость принятия недостающих законов в этой сфере. Мы вернулись к ситуации, когда внутренний товарооборот меньше, чем импорт. То есть турист приехал и уехал, и значительная сумма денег тоже ушла с туристом. Надо нам утроить практически производство собственных товаров, особенно в пищевой промышленности, для того, чтобы деньги оставались, как я говорил ранее, в стране. И нам надо увеличить хотя бы в 2 раза внутренний товарооборот. Нам надо привлечь в бизнес, минимум до 6-7 тысяч наших граждан, чтобы они занялись бизнесом. Во встрече принял участие председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш. Он отметил, что по всем ранее нерассмотренным законопроектам, оставшимся от предыдущих созывов, проводится ревизия. В этом направлении ведется работа. Мы с администрацией президента, с кабинетом министров, с соответствующими структурными подразделениями парламента. Мы эти все законопроекты будем рассматривать. Намерение нашего комитета заключается в том, чтобы максимально вовлечь в этот процесс как можно больше политических сил, общественных организаций, научное сообщество, экспертное сообщество, для того, чтобы мы, насколько это возможно, избежали совершения ошибок при принятии тех или иных законопроектов. Прежде чем говорить о практических мерах, необходимо разобраться в причинах кризиса и охарактеризовать их, считает бывший министр по налогам и сборам Даур Курмазия. Прежде чем говорить о конкретных мерах, надо было бы дать ответы на следующие вопросы, на которые, мне кажется, пока еще ответы не даны за всю послевоенную историю. Нет однозначного толкования, нет однозначного трактования ни в практической среде, ни в научной среде. Какую экономическую модель мы планируем, какой экономический строй мы строим. С точки зрения классического капитализма земля относится к средствам производства. Земля – ее недра. Готовы ли мы пустить в свободный коммерческий оборот землю, недра, недвижимость? Соответствует ли это нашему самосознанию, менталитету, культуре? Приемлем ли для нас классический капитализм и как это обеспечить проблемы безопасности и сохранности государствообразующей нации? Своим мнением об экономической ситуации в стране поделился председатель АНД Адгур Ардзинба. Сегодня кризис в той степени, в которой мы его ощущаем, это в первую очередь рост цен на товары и услуги, потребительские товары, потребительская корзина 230, 200, 300, 400% рост цен по некоторым позициям. Конечно, здесь у нашего государственного аппарата, у правительства возможности ограничены, но тем не менее, на мой взгляд, можно было предпринимать ряд шагов, которые, к сожалению, мы пока не видим. Если взять для примера правительство Российской Федерации, уже 28 февраля была создана специальная правительственная комиссия по мерам реагирования и устойчивости экономики в России, и более 55-60 разного рода мероприятий, действий было совершено правительством России, как вы видите, под колоссальным давлением со всех сторон. Практически они устояли. Говорили и о необходимости внедрения цифровизации в различные сферы жизни и производства. Приглашенный на встречу предприниматель Дмитрий Халбад рассказал о том, какие плюсы несут в себе современные IT-технологии. Цифровизация, она призвана упростить деятельность в любом направлении. Я могу привести пример, допустим, то, чем мы сегодня занимаемся. Это безопасный город. С одной стороны, он позволяет минимизировать количество сотрудников правоохранительных органов, которых на сегодня и так недостаточно в нашей республике. И люди, которые сегодня занимаются слепым патрулированием определенных участков в городе, они фактически в
принципе не несут никакой эффективности, да, в этом направлении, когда можно создать определенный ситуационный центр, обеспечить, допустим, доступ ко всем этим видеокамерам каких-то сотрудников правоохранительных органов, которые могут вести объективный контроль. Круглый стол продолжался около 2 часов. Участники высказали различные мнения относительно путей развития экономики страны. Эсма Гуладзе, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.